После выхода нашего репортажа в программе «7 дней» уголовное дело в отношении Лилии Габидуллиной, главы Сокловбашского сельского поселения, наконец-то получило ход. Дело направлено в суд. Напомним, весной этого года мы рассказали о вопиющем ЧП, произошедшем на обычной детской площадке в Сармановском районе. Металлический турник упал прямо на ребенка, и в результате девочка получила перелом челюсти и гематомы. Ей требуется долгое и дорогостоящее лечение. Как выяснила тогда наша съемочная группа, детская площадка была открыта раньше срока введения в эксплуатацию. Администрация не оградила территорию. Более того, сами тренажеры были установлены ненадлежащим образом. На сегодняшний день следствие уже выяснило, что глава допустила к строительству детской площадки рабочих без соответствующего договора и квалификации. Теперь руководитель сельского поселения предстанет перед судом по обвинению в халатности. К другим темам. Весьма значимо, что в год педагогов и наставников в России уделяют отдельное и особое внимание учителям родного языка. На этой неделе в Карачаево-Черкесской республике состоялся заключительный этап конкурса учителей родного языка и литературы. 72 педагога со всех регионов нашей национальной страны собрались, чтобы показать свое мастерство. Отрадно, что на этом престижном фестивале всероссийского масштаба принимали участие представители разных народов. Учителя бурятского, армянского, ингушского, чувашского, удмуртского, ненецкого, осетинского, коми-пермяцкого языка. Однако больше половины конкурсантов, 32 человека, представляли на суд жюри новый предмет в системе современного образования. Это предмет «Родной русский язык». Больше половины конкурсантов. Родной татарский язык и литература, который, как мы уверяем, изучается в 26 регионах нашей необъятной страны, был представлен лишь двумя педагогами. Одна из них из Тюмени, другая из Татарстана. Отсюда и возникают многочисленные вопросы. Где татарские педагоги из Башкортостана, из Оренбурга, из Ульяновска, из Чувашии, из Удмуртии, Мариэл? И это тема для наших будущих репортажей. Сегодня же нам хотелось бы показать вам и рассказать об одной обычной, на первый взгляд, школе, которая находится в столице Карачаево-Черкесской республики, в городе Черкесске. Вот эта школа могла бы послужить хорошим примером для многих учебных заведений, в том числе и для Татарстана. Ильзира Юзаева подробнее. У каждой исторически сложившейся территории есть образы, символы, которые как бы определяют ее облик. Когда мы говорим «Казань», то перед глазами сразу встает белокаменный Кремль, величественный Кул-Шариф, башня Сюмбике. У Карачаево-Черкесской республики тоже есть свои символы, но они, скорее всего, не связаны с какими-то рукотворными памятниками. Это богатство воспето еще поэтами. Кавказ, суровый царь земли, еще ребенком, робкими шагами взбирался я на гордые скалы, увитые туманными челмами, как головы посланников Аллы. В предгорье Эльбруса всегда гуляет ветер. Здесь нет больших рек, полноводных озер, скалистых берегов, да и заснеженной шапки Кавказских гор можно лицезреть лишь изредка. В благословенный час, когда его величество Туман соизволит приоткрыть занавес. Но несмотря на все эти сложности характера, эта территория стала местом обители огромного количества народов. На этой земле испокон веков бок о бок живут представители самых разных наций. Карачаевцы, балкарцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские, греки, армяне, грузины. 5 языков являются государственными языками республики. И в таком ярком соцветии языков и культур тянется к солнцу этот неприхотливый и экзотичный по нынешним временам горный цветок невероятной красоты. 17-я многонациональная гимназия – крупнейшее учебное заведение города Черкесска. Причем это именно тот случай, когда эти два определения – многонациональное и крупнейшее – подтверждаются именно численностью этнического состава. В гимназии учатся 2300 человек. Здесь изучают родной карачаевский, черкесский, абазинский, нугайский и русский языки. При изучении родного языка каждая параллель каждого учебного школьного класса делится на 5 групп.
В общем итоге школа имеет 120 групп по изучению родных языков. Вы только представьте эту цифру. Как рассадить всех по классам, как составить расписание, как выделить каждому по 3 часа. Согласитесь, для этого нужны не только и не столько особые способности в математике. Сезнең менә бу тактада шундый матур сүзләр язылган. Телсез милләт юк булыр. Бу сүзләр безгә дә бик якын, сезгә дә, Карачай халкына да бик якын сүзләр. Шулай бит? Мен һәр дәрсемдә Я каждый урок начинаю с этих слов. Без языка нет народа. Если мы не будем знать, если мы не будем стараться учить свой родной язык, наш народ может исчезнуть. Куп келгән төле. Карачаевский язык, один из тюркских языков, когда-то назывался горско-татарским, очень близок к татарскому языку и по звучанию, и по своему лексическому составу. С учителем карачаевского языка мы общались абсолютно свободно, без переводчика. Безнең дөньябыз шундый зур, шундый киң. Бик зур рәхмәт. Бай телебез бар. Наш тюркский мир такой большой, наш язык такой богатый. Ребята, видите, мы понимаем друг друга, потому что мы тюркоязычные народы. Оно и понятно. Наш общий язык объединяет далекая история, которая восходит к началу VII века, ко временам правления Кубрата, хана древней Великой Булгарии. Эта тема старая, есть у нее свои приверженцы, есть и свои оппоненты. Но мы не будем сегодня вдаваться в исторические перипетии, тем более, что общих проблем, точек соприкосновения у родных языков в современном мире, в мире глобализации и унификации культур довольно много и без того. И все они понятны на любом языке. К сожалению, сейчас в наших семьях очень мало говорят. Много детей, которые не владеют своим родным языком. И поэтому, да, есть у нас свои сложности, но мы стараемся. Учебники по изучению черкесского языка только с этого года наконец-то вошли в федеральный перечень учебников. То, что для нас кажется естественным, для них большая радость. Разработка методических пособий, созданием учебных материалов для интерактивного обучения на каждый урок. Учителя родных языков здесь занимаются сами. Они сами пишут эти книги. В отличие от Татарстана, где, как мы знаем, над проблемой методического усовершенствования преподавания родного татарского языка работают лучшие умы, целые институты, Академия наук, научно-педагогическое сообщество. У нас свыше 100 учебников разных авторов, как говорится, бери и учись. В Карачаево-Черкесской республике нет такого богатства. Нет разделения учебников по уровню знаний, по красоте оформления, по оснащению методическими рекомендациями, но есть большое желание передать детям то наследие, которое, по сути, сохраняется просто чудом. Абазинский и абхазский языки не только одни из самых редких исчезающих языков, это одни из самых сложных языков в мире. В абазинском языке всего лишь 2 основных гласных звука – «а» и «ы». К тому же язык богат специфическими по своему звучанию гортанными согласными звуками. Не каждый взрослый осилит этот фонетический кульбит. У нас получается, вот уже к 5 классу мы уже практически прям идеально, можно сказать, да, получается. Именно вот Фонетическое воспроизведение. Да. Но, значит, при поступлении в школу у нас многие не знают вообще ни одной буковки, ни одного слова. Эти дети, они хранители уникального краснокнижного языка. Они сами наверняка это тоже понимают. Конечно, конечно, мы малочисленны, но горды. Малочисленный, но гордый народ. Но гордый народ, да. Но родной язык сегодня это единственный предмет в общеобразовательной системе, в рамках которого у детей есть возможность прикоснуться к истокам народного творчества, к своей культуре, к своей истории, к памяти предков, о том, что у каждой абазинской семьи есть свой родовой знак, о том, что их предки 5 тысячелетий назад создали свою письменность, которая послужила основой латинского алфавита. Они узнают именно в школе. Каждые представители наших народов должны знать, прежде всего, свой родной язык, свою культуру, свои обычаи. Ведь если человек, который не знает свою историю, вернее, свое прошлое, это как дерево с отрубленными корнями.
А дерево с отрубленными корнями, как вы понимаете, долго жить не может. В нашем понимании каждый представитель народа, кем бы он ни был, карачаевцем, абазинцем, мы обязаны передавать наши традиции, обычаи. Если не мы, а кто будет им передавать детям? Поэтому это приоритетное направление у нас. Все познается в сравнении. Татарстан по изучению родных языков – безусловный лидер. Но такая далекая и не такая избалованная вниманием Карачаево-Черкесская республика нам может преподать весьма ценный урок. В Черкесске 89% родителей выбирают тот или иной родной язык. И даже смешанные семьи стараются изучать язык отца или матери. Какой показатель в Казани? Какой процент в Татарстане? 55 и 60%. Так что нам еще тянуться и тянуться до Кавказских гор. Эльзира Юзаева, Ренат Юзаев и Константин Илларионов. 7 дней.